Это был наш курсовой проект на 3-м курсе, когда мы учились в институте. С маленького прототипа это все началось, и в итоге вот заканчивается тем, что мы имеем, что мы ездим, играем. Самым сложным было на самом деле упростить игру, потому что 3 года мы потратили на то, чтобы сделать большую, насыщенную историческую игру, но мы поняли, что это неудобно, люди это не всегда понимают, и очень сложно им это объяснять. И поэтому мы упростили ее и за 1 год сделали вот эту игру уже. Цель разработки была в том, чтобы объяснить людям, что у нас тоже есть огромное количество памятников архитектуры, и сделать какой-нибудь интересный исторический проект, уже связанный с настольными играми. Потому что, как мы знаем, что пазлы когда-то создавались, чтобы учить географию, также и мы решили сделать игру для того, чтобы можно было какие-то даты подтянуть, какие-то памятники архитектуры узнать, да, поиграть, посмотреть, потому что в игровом процессе дети садятся, они играют, и одновременно с этим они читают события, смотрят изображения и, в общем-то, запоминают все эти вещи. Вот. По поводу успехов или неуспехов наших, в общем, все, что с нами происходит. Мы постепенно развиваемся, мы сотрудничаем с музеями, мы ездим, проводим вот такие вот игротеки. Бывает, что не очень много людей, бывает, что действительно много людей приходит, мы этим очень довольны, да. Детям нравится в основном, то есть мы и тестировали и в школах, и в музеях, и проводим иногда какие-то другие мероприятия тоже. В общем-то, все успешно вполне, да. Я впервые играла в эту игру, и мне очень понравилось, потому что мне в этой игре запомнилось то, что она с историческими историями, там про историю много было, про Русь. Мы, конечно, это проходили еще в 4 классе, поэтому я кое-что из этого уже знаю. Важно знать то, что было раньше, и это и важно, и интересно.